Здравствуйте, в эфире новости Татарстана. Сегодня вторник, 3 июня. В студии Лина Знатулина. Начнем выпуск с печальной новости. Целую неделю в Татарстане врачи боролись за жизнь 15-летнего подростка, который попал в серьезное ДТП на Оренбургском тракте в Казани. На выезде из города грузовик на полном ходу въехал в Гранту. В результате легковушка перевернулась. Еще 4 машины задело по инерции. Находившихся в салоне отечественного авто 3 человек госпитализировали. Мужчину в травматологию, женщину в нейрохирургию, а подростка в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, минувшей ночью, не приходя в сознание, он скончался. Прокуратура возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека. Еще один ребенок погиб в Альметьевском районе. Трагедия произошла недалеко от села Тайсуганово. 14-летний мальчик получил смертельные травмы на нефтяной качалке. По словам спасателя, он вместе с подругами пришел пасти овец, решил развлечь спутниц трюком и повис на штанге. Механизм затянул сначала руку, а затем и самого ребенка. От полученных травм он скончался. На место выехали экстренные службы и извлекли тело мальчика. Сейчас оборудование отключено на время следственных действий. Похожий случай произошел 5 лет назад с 12-летним татарстанцем. Он решил покататься и упал в механизм нефтяной качалки. Московские врачи спасли ребенка и даже вернули способность ходить. По предварительным данным, 14-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, на станке качалки нефти. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжал альметьевский городской прокурор Ильдар Исмагилов. Организована проверка, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сегодня Казань приходит в себя после первого ливня лета. Почти сутки столицу заливало во всех смыслах этого слова. Ночь многие назвали апокалиптичной. Порывистый ветер, непрекращающийся дождь, местами град, поваленные деревья, затопленные квартиры, дворы и трассы, магазины, сорванные крыши и теплицы. Какой ущерб от июньского разгула стихии и каким ожидается лето 2025? Репортаж Алии Хайрудиновой. Где здесь пешеходная зона, а где проезжая часть, не разобрать. Накануне Казань больше напоминала Венецию. Последствия ливня казанцы снимали и выкладывали в соцсети. Вот капкан на Лазарева. Врасплох непогода застала многих. Особенно сложно было на Боруде и Булаке. Эти кадры сняла наша группа на улице Дементьева. В ряд выстроились сразу несколько машин. Все получили гидроудар. Их из бурного потока вытаскивали эвакуаторы. Кто-то пытался самостоятельно дотолкать машину до автосервиса. В луже машина, скорее всего, поймала гидроудар. Все, машина встала. Поймал гидроудар и все, стою. Попал в лужу. Не ожидал, что она такая глубокая будет. Как выйти из ситуации, не знаю. Кто оплатит ремонт, тоже неизвестно. До сервиса как-нибудь доберемся, дотащим, а там уже посмотрят специалисты и уже скажут, что делать дальше. У меня нет слов. Не ожидал начала лета таким. Не только ливень, но и шквалистый ветер накрыл столицу и районы республики. Дерево упало на Аделя Кутуя, у ЖК Арт-Сити. В Агрызе сильный ветер сорвал крышу здания. Она рухнула на припаркованный автомобиль. В СНТ под Челнами ураган поднял теплицу и приземлил на забор. В некоторых районах выпал град, который повредил машины, крыши и огороды. Причиной затопленной Казани сегодня назвали в Комитете внешнего благоустройства. Были забиты ливневки. До дождя активно косили траву. Устраняли засоры 4 аварийные бригады. 27 человек, оборудованы специализированной техникой и лососными гидродинамическими машинами. То есть до утра сегодня все практически основные места подтопления, движение общественного транспорта было запущено. Основные коммуникации, они в любом случае старые. Когда строится капитальная дорога, получается новая дорога, там закладываются новые коммуникации, производится расчет стоков и все остальное. А там, где уже существующие коммуникации, просто происходит замена верхних слоев асфальта изношенных. И устанавливаются дополнительные дождеприемные колодцы. В Татарстане каждый год строят тысячи километров дорог. Мы сейчас находимся на улице Воровского. По словам местных жителей, здесь асфальт уложили буквально неделю назад. И им же закрыли существующую ливневку. После вчерашнего ливня здесь затопило целую улицу. И сейчас строители просто разворошили этот новый асфальт для того, чтобы вода нашла себе дорогу. Закрыли и все. Ливень вскрыл проблемы с капремонтом крыши в 8-м доме на Тимирязево. Вчера был ливень, по этому канализационному стояку бежала вода. Пришлось подставить тут ведерко, чтобы, соответственно, не затопило квартиру. Сергей Яковлев купил квартиру на 5-м этаже 3 года назад. С тех пор каждый дождь у него потоп. Начинает ёкать сердце. Бегу сюда смотреть, что тут происходит. Часто по этой стене
прям целый водопад бежит. Соответственно, в некоторых квартирах даже у нас растут грибы от повышенной влаги. Когда дожди, конечно, душа болит. Крыша вся течет, там как решето, говорит, уже крыша. Ага. Подвал течет вода, с крыши течет, с потолка течет. В управляющей компании обещали, ремонтная бригада выйдет в ближайшее время. Крыша, я бы сказал, в удовлетворительном состоянии, но местами, где вот сейчас обнаружено не плотно скройное покрытие, будет устраняться, будет ремонтироваться. Не справилась с потоком воды крыша одного из торговых центров на Горках. По галереям расставили ведра, а покупки посетителям пришлось отменить. За сутки в Казани выпало более 34 миллиметров осадков при месячной норме 57. Все это влияние активного атмосферного фронта. В ближайшие дни мы окажемся во власти барического гребня. Уже завтра давление будет стремительно повышаться, осадки будут маловероятны. Говоря о дальнейшей перспективе, отметим, что ближайшая декада прогнозируется близкой или даже чуть выше климатической нормы по температуре. Напомню, что для этого времени года норма температуры в Казани примерно 16,5 градусов. По словам метеорологов, такие аномальные ливни за лето накрывают нашу полосу 3-4 раза. Значит, есть время привести ливневки в порядок. Алия Хайрудинова, Диляра Хабибуллина, Данил Филатов, Анвар Шарифуллин, ТНВ, Казань. Ни один пляж Татарстана до сих пор не получил разрешения на открытие. При этом уже 3 дня идет купальный сезон. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Всего в Татарстане подготовили 54 пляжа. Пробы воды показали, ни один из них не пригоден для купания. Тем временем в стране начались вспышки циркариоза. Так называемый зуд купальщика атаковал жителей Московской, Нижегородской, Тамбовской областей и Башкортостана. В Татарстане пока нет зарегистрированных случаев. При сильном зуде после купания рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать заражения. Купаться только в разрешенных местах, но таковых пока нет. По состоянию на 30 мая неудовлетворительные результаты воды были на пляжах Нижнее Заречье, озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье по микробиологическим показателям. Вся ситуация по пляжам санкционированного характера, она также размещается на сайте управления Роспотребнадзора. По пятнице мы эту информацию будем размещать. В пятницу информация будет обновлена. Пока на сегодня у нас ни одно место купания не получило санитарно-эпидемиологическое заключение. Впереди в республике череда массовых мероприятий. Курбан-Байрам, Сабантуй, национальные праздники народов, живущих в Татарстане. Важно обеспечить безопасность. Предварительно площадки обрабатывают от насекомых и грызунов. Также управление Роспотребнадзора проводит совещания с компаниями и предпринимателями, которые организуют выездную торговлю и общественное питание, чтобы согласовать список блюд и напомнить о соблюдении санитарных норм. Также на их совещаниях мы напоминаем о мерах профилактики, которые необходимо соблюдать именно тем лицам, которые оказывают услуги общественного питания. Также обязательно говорим о том, что необходимо организаторам установить достаточное количество биотуалетов, но и средств для соблюдения мер личной гигиены. 23 лагеря в Татарстане не прошли проверку на противопожарную безопасность. Все замечания они должны устранить до заселения детей. Этим летом юные татарстанцы отдохнут в 1600 лагерях. Путевки получили более 220 тысяч ребят. Отправятся и на Черноморское побережье. Как здесь организуют купание при действующем запрете, как будут обеспечивать безопасность в пути после ЧП в Брянской области и почему городские дети все чаще выбирают деревню. Нафиса Минязова расскажет. Это лагерь «Мечта» в Зеленодольском районе. В этом году здесь провели капремонт. На прошлой неделе заехали дети. В 2025-м лагерь примет 1300 ребят. За счет строительства глэмпинга удалось увеличить количество мест. Вообще на программу капремонта было потрачено 289 миллионов, и в том числе 89 миллионов было выделено на то, чтобы здесь организовать подъездные пути. Вообще сам лагерь, он экологическая у него направленность. Мы занимаемся тем, что прививаем экологические привычки, рациональное потребление. Вопрос обеспечения безопасности детского отдыха является одной из приоритетных задач МЧС России.
Об организации летнего отдыха детей сегодня говорили в Доме правительства. 23 лагеря не прошли противопожарную проверку. В них обнаружили 152 нарушения. 7 юридических и 18 должностных лиц привлечены к административной ответственности. В эти лагеря дети не смогут заехать, если недочеты не будут устранены. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, чтобы данные пути эвакуации были всегда свободны, открыты, доступны. Большую роль имеет знание обслуживать персоналом своих действий в случае возникновения пожара. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагерях спокойная, говорят специалисты. Практически все учреждения получили разрешение на работу. Получили такой разрешительный документ, срок действия которого 1 год. Все пришкольные лагеря, все лагеря труда и отдыха, 86% загородных лагерей и палаточные лагеря 13%. Но здесь почему не 100%? Мы выдаем эти заключения непосредственно уже перед заездом детей. Этим летом лагеря посетят 220 тысяч юных татарстанцев. Для них организуют свыше 1600 мест отдыха, в том числе в Краснодарском крае и Крыму. На организацию летнего отдыха детей республикой ежегодно выделяется 2,5 миллиарда рублей. Дополнительно к тем средствам, которые выделяются на организацию отдыха детей и молодежи, Раисом Республики Татарстан ежегодно принимается решение о выделении средств на организацию охраны, физической охраны всех, без исключения детских оздоровительных лагерей. Почти 30 миллионов рублей в этом году выделено на то, чтобы специализированные частные охранные предприятия осуществляли эту работу. Свыше 7 тысяч детей посетят оздоровительные учреждения на Черноморском побережье. Отдых будет и в Анапе, но из-за экологической обстановки, разлива мазута, купаться смогут только в бассейнах. Так или иначе, сегодня путевки пользуются большим спросом и приобретаются родителями. И вот буквально на днях мы уже отправляем и в Крым, и в Краснодарский край первую делегацию наших детей. Больше 100 смен в лагерях пройдут под флагом движения первых. Одно из самых востребованных направлений – отдых в деревне. Это недельные лагеря дневного пребывания в сельских поселениях. В этом году к проекту присоединились 10 районов. Организуем их интересный, полезный досуг. Они там подучат и татарский язык. В этом году в том числе будет организован этот лагерь и в чувашских деревнях, марийских деревнях. То есть это все организуется при поддержке комиссии Раиса Республики Татарстан по языкам. И в течение 7 дней ребята с вожатыми квалифицированными будут классно и интересно в своей родной деревне проводить отдых. Средняя стоимость путевки в этом году составила 24 тысячи рублей. Самая дешевая поездка – муниципальный район от 4-5 тысяч рублей. Самый дорогой отдых в Анапе – 44 тысячи. 76 миллионов рублей республика выделила на бесплатные путевки. Более 50 тысяч детей республики смогут бесплатно отдохнуть и поправить свое здоровье этим летом. Программа охватит ребят из малообеспеченных семей, одаренных, нуждающихся в лечении и детей участников СВО. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, ТНВ. Казань, Зеленодольский район. Какие предметы в школе любил Рустам Минниханов? Как Артем Сдунов использует искусственный интеллект в своей работе? И как проходит детство будущих руководителей регионов? Эти и другие вопросы главам 2 республик задали подростки, участники межрегионального форума «Татарстан-Мордовия». Он стартовал в Казани. Сегодня в экстрим-парке «Урам» с участниками встретились Рустам Минниханов и Артем Сдунов. Он наш земляк, 4-й год возглавляет Мордовию. О неожиданных вопросах и не менее интересных ответах репортаж Алены Струминской. Рустама Минниханова и Артема Сдунова молодежь встречает аплодисментами. В экстрим-парке «Урам» 170 активистов движения первых из 2 регионов – Татарстана и Мордовии. Это движение, оно должно воспитать будущее наше поколение. Патриотов своей школы, своей семьи, своего населенного пункта, города. Идея провести межрегиональный форум возникла год назад. Руководство 2 республик поддержало инициативу. Ребята подготовили несколько десятков вопросов. Кто-то написал их на плакатах, многие пришли в национальной одежде. Первый вопрос о роли учителей и наставников в жизни глав регионов. Самое главное в жизни – учитель – это твои родители прежде всего. Ты первые навыки жизни учишься у своих родителей, дедушка, бабушка. Это очень важно. Ну, потом школа. Я вот, Рустам Галич, полностью согласен.
Авторитет учителя – это самое главное. Потому что, когда молодой, все как губка воспринимаешь, а вот критически еще понять не можешь. А это правильно и неправильно. Много вопросов о детстве и школьных годах руководителей Рустам Минниханов рассказал. В школе больше всего любил английский и историю, поделился, как провел выпускной, и вспомнил первую работу на тракторном заводе. Раис поддержал выпускников при сдаче ЕГЭ и даже рассказал, как относится к шпаргалкам. Это нормально. Когда ты пишешь шпаргалку сам, ты уже много чего запомнил. Другое дело, если когда у другого взял шпаргалку. Ребята задали вопрос об участившихся ДТП с участием подростков на электросамокатах. К сожалению, эти подростки, во-первых, сами подвергаются увечьям, травмам. И они подвергают опасность окружающих. Поэтому я к этим электросамокатам отношусь очень негативно. На встрече главы двух регионов выразили беспокойство. В социальных сетях участились случаи фальсификации истории, в том числе подвигов наших военных. Надо быть патриотом, и кто позволит себе сказать что-то про наших солдат, про наших бойцов, жестко ответит. Общение проходило в формате открытого разговора. Ребята задавали вопросы на разные темы. От любимых игр Рустама Минниханова и Артема Сдунова до международного сотрудничества и предстоящих форумов. Приятно, что такие люди, они уделяют внимание молодежи и можно пообщаться. Обмен мнениями важен среди любого поколения. Здесь мы делимся опытом, и то, как будет дальнейшее взаимодействие, решаем именно мы, и мы предлагаем идеи. Я очень интересуюсь экологическим туризмом и хотела бы задать вопрос о том, какие любимые места для путешествий в их республиках есть у нашего Раиса и у Артема Алексеевича. Встреча с молодежью шла порядка 1,5 часов. Ребята задали больше 20 вопросов. В Казани форум продлится до конца недели. В следующий раз участники договорились встретиться в Саранске. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов в историческом центре Казани и сделал важные заявления. Раис с удовольствием прогулялся по улице Баумана, сказав, что давно здесь не был. Осмотрел подземную галерею под пешеходной улицей. Здесь может появиться образовательный комплекс и иммерсивное пространство, посвященное казанским подземельям. Рустам Минниханов положительно оценил представленный проект, отметив, что он будет востребован среди горожан и гостей. Также он осмотрел дом Щетинкина. Здесь ведутся противоаварийные работы. Раису рассказали о проекте реставрации с воссозданием утраченных зданий, новом объеме со двора, концепции благоустройства, создании сквера. Он поручил продумать, как обновить фасад Дома печати. Казанскому ЦУЗу поручил завершить ремонт в установленные даты. Отсюда Рустам Минниханов отправился к новому зданию Камаловского театра. Здесь появилось новое общественное пространство. Детская площадка заработала 1 июня. Он дал поручение пересадить деревья, которые не прижились на территории театра. Осмотрел и старый казанский зооботсад. Здесь 2 исторических объекта – это оранжерея и дом Фукса. Раис поручил изучить российский опыт и разработать концепцию исторической территории. Рустам Минниханов сегодня призвал татарстанцев выбрать имена 2 малышам – птенцам, соколам, балабанам. Это мальчик и девочка. Через неделю их выпустят на свободу. В Татарстане это первое потомство за 50 лет. Рустам Минниханов ждет ваши варианты. Как скажете, так и назовем, отметил Раис. Жители республики уже активно предлагают варианты в комментариях. Кай и Герда, Биба и Боба, Руслан и Людмила, Самрау и Хумай. Больше 200 заявок подали татарстанцы на участие в конкурсе «Куршефест». Старт новому проекту по организации дворовых событий в начале мая дал Рустам Минниханов. Конкурс нацелен на укрепление традиций добрососедства среди жителей республики. Беспрецедентная в масштабах страны инициатива стала продолжением республиканской программы «Наш двор». До 15 июня все желающие могут подать заявку на сайте двор.татар, рассказав жюри идею интересного события, которое готовы провести в своем дворе. 1 июля назовут победителей. Между ними разделят 20 миллионов рублей. Каждый двор может получить до 500 тысяч. До конца сентября им предстоит воплотить идеи в жизнь на грант от Раиса. И все они могут стать участниками проекта «Лето в Татарстане». Одноименный сайт уже работает. Вся информация и афиша уже размещена. Утечка ответов на ЕГЭ в Татарстане невозможна. За 2 дня из аудитории удалили 200 школьников. Детали экзаменационного периода читайте в интернет-газете «Реальное время».
Рустам Минниханов занял 2-е место в рейтинге эффективности глав регионов России. По итогам мая Раис Республики набрал 91%. Всего на одну позицию его опередил мэр Москвы Сергей Собянин. 3-е место у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Оценка отражает количество положительных баллов, которые ставят жители за обратную связь, информирование, работу пресс-служб и другое. Следующая сессия Госсовета состоится в среду 11 июня. Такое решение приняли сегодня на заседании Президиума. Депутаты планируют рассмотреть 30 вопросов. Главное – назначение выборов Раиса Республики. Осенью истекает срок его полномочий. В нашей стране единым днем голосования является 2-е воскресенье сентября. В этом году это 14 число. По закону решение о назначении выборов нужно принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Кроме этого, депутаты рассмотрят исполнение бюджета республики, внесут изменения в ряд законов, в том числе по продлению налоговых льгот, заслушают отчет о работе Счетной палаты, доклад Кабинета министров по молодежной политике и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Подготовка к предстоящим выборам занимает серьезное место в нашей деятельности. В сентябре предстоит избрать Раис Республики и более 7,5 тысяч депутатов муниципальных образований. Все политические партии серьезно активизировались и ответственно подходят к этой избирательной кампании. На президиум приехал глава Минлесхоза Равиль Кузюров. Он рассказал об исполнении закона по охране леса. Министр подчеркнул, нужно внести изменения в федеральное законодательство. Речь идет о своевременной вырубке спелых и перестойных насаждений. Их накопление приводит к ухудшению санитарного состояния леса, а для новых саженцев нет места. Этот законопроект в Госдуме находится с 2023 года, и в него до сих пор вносят поправки. Фарид Мухаммедшин сообщил, в начале июля запланирована встреча с депутатами от Татарстана и предложил ускорить решение вопроса через них. Мода не признает барьеров и ограничений. В этом уверена Далия Гайнанова, основатель бренда адаптивной одежды. Уже 10 лет в Казани она создает вещи с учетом особенностей здоровья детей. В этом году Далия совместно с казанским дизайнером Екатериной Борисовой выпустила коллекцию новых образов и вышла в финал международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Он пройдет на Петербургском международном экономическом форуме. Развитие адаптивной моды, поиск новых идей и технологий для людей с инвалидностью – главная цель конкурса. Тему продолжит Айсулу Гельмуханова. Вот здесь как-то все затягивается, подразделяется. Одеть ребенка на прогулку непросто, но для родителей детей с особенностями здоровья эта задача усложняется в разы. У Лилии 12-летний сын с ДЦП. 5 лет назад она узнала про особенное ателье. У нас тоненькие-тоненькие ножки. И вот когда одеваешь обычные носки, для обычных детишек, вот это все сползает, а у них, то есть резинка такая узенькая для таких маленьких ножек. Это все продумано. Это такой must-have для таких детишек. Чтобы спина была закрыта, держала памперс. Основала производство Далия Гайнанова. Она не понаслышке знает, как непросто найти одежду для особенного ребенка. У ее 16-летнего сына тяжелая форма ДЦП. С проблемой отсутствия функциональной одежды столкнулась, когда ребенок начал расти. Нету понятия взрослого слюнявчика. Сюда сюда одеть, да? А детские слюнявчики нецелесообразны, некрасивы. Плюс они на основе клеенки, как правило, очень быстро рвутся. Да? Потом с другой проблемой это боди. Я поднимаю его с коляски, у него оголяется спина, падают все штаны. Но нет на его рост и на его худобу никаких таких гостерских размеров или лекал в магазинах. За 10 лет идея создать одежду для сына переросла в целое производство. В команде 15 человек. Сегодня это единственный бренд адаптивной одежды в Татарстане. В месяц выпускают до 1000 изделий. Заказы поступают со всей России и из-за рубежа. Очень много запросов по индивидуальным заказам. Прям последний год это такая волна, потому что все люди разные с болезнями, у всех свои особенности. Не обходится это без дополнительных замков, кнопки, липучки, чтобы модель была разборная, как, например, куртки. Постелил куртку, положил ребенка, накрыл курточку и застегнул. Это не просто ткани и фасоны. Это история про то, как мода может быть доброй. Мягкие швы, удобные застежки, свободный крой. Все создано с учетом физиологических особенностей детей, которым сложно найти одежду в обычных магазинах. Здесь шьется одежда не только для особенных детей. Наша одежда, она же не только про инвалидность, это даже про временные какие-то неудобства, когда человек, например, сломал ногу и ходит в гипсе. Тоже сложно одеть брюки, например, да, у нас есть штаны с эффект чемодана, который расширяется на момент реабилитации. Одежда должна быть не только функциональной, но и красивой, считает основатель бренда. Особое внимание уделяет эстетике изделий. Новую линейку представят на международном конкурсе адаптивной одежды в рамках Питерского международного экономического форума в июне.
Я надеюсь, что люди в красивой одежде будут выходить на улицу. И инвалиды, особенные люди, они станут ближе к этому обществу. Потому что, так или иначе, на самом деле мы их реально видим очень мало на улице. И нам кажется, что этой стороны жизни не существует. А она существует, надо это принять. И надо создавать такую одежду, которая будет радовать и их, и нас, как целое, такое социально ответственное общество. Сейчас в республике около 300 тысяч людей с инвалидностью. Среди них 18 тысяч дети. Производители надеются, что участие Татарстана в финале конкурса в рамках одного из крупнейших экономических форумов страны станет новым этапом развития инклюзивной инфраструктуры в регионе. Айслу Гельмуханова, Альбина Минаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татар. Здесь вы найдете еще больше информации и сможете посмотреть наши репортажи. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи в 21:30. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В предстоящие сутки к Татарстану снова приблизится атмосферный фронт. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре и Балтасях будет облачно. Повсеместно пройдут дожди. Температура днем от 19 до 21. Ночью 12 градусов тепла. В Буинске, Тетюшах и Дрожжаном пасмурно. Осадки. Температура днем от плюс 18 до 20. Ночью от 12 до 14 тепла. В Чистополе, Новошишминске и Аксубаево облачно, местами с прояснениями. Во всех районах ожидаются дожди. Температура днем плюс 22-24, ночью плюс 13-14. В Набережных Челнах, Агрызе и Актаныши облачно, местами с прояснениями. Пройдет дождь. Температура днем 22-23 тепла, ночью 13-14 градусов тепла. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах облачно с прояснениями. Осадки. Температура днем плюс 22-23, ночью плюс 14-15. В туристических городах республики тоже дождливо. В Свияжске днем 19, ночью 13 градусов тепла. Ожидается облачность и дождь. В Болгарах пасмурно, пройдет дождь. Температура днем плюс 20, ночью плюс 14. В Елабуге тоже облачно, прогнозируются осадки. Днем 22, ночью 14 градусов тепла. В Казани небо будет затянуто тучами. Пройдут осадки в виде дождя. Температура днем плюс 20, ночью плюс 13 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Ветер северо-западный 3,5 метра в секунду. Влажность 75%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Хорошего настроения, несмотря на погоду. Удачи в делах. Всего доброго.